В Кыргызстане начали проводить операции по пересадке костного мозга. Давайте узнаем подробности. В Кыргызстане злокачественные заболевания у детей являются серьезной проблемой. Маленькие пациенты вынуждены были выезжать на пересадку мозга за рубеж. Стоит там такая операция от $100 000. Теперь получить процедуру станет возможным на родине. Сначала начнут с пересадки собственных клеток пациента. Вообще надо рассказать для начала, что такое пересадка костного мозга, да, чтобы ясно было всем. Пересадка костного мозга, их существует два вида, это аутогенная и аллогенная. Да? Аутогенная – это человек непосредственно сам по себе, аллогенная – это от донора. В начале этого года нам было дано задание, чтобы мы начали процесс пересадки костного мозга. Для чего 8 человек из нашего центра было отправлено в город Малатью для того, чтобы мы обучились всем азам пересадки костного мозга. У нас была полностью укомплектованная команда, 8 человек в составе 2 медсестер, 2 лаборантов, 1 детского реаниматолога, 2 детских онкогематологов и 1 детского онколога. Мы прошли обучение различные сроки, то есть от месяца до 3, в зависимости от человека, да, специалиста. 5 курсов терапии прошел, полностью подготовлен, болеет с 2019 года. Қаншаншы класс оқисыз? 9 класс. Жақсы оқып жатасың, Büyük бар жақсы оқыды, переживать етті, молодец. Вот первый пациент, 14 лет, сейчас уже заведем операционную и начнем вопрос по завтра. Büyük бар жақсы оқыды, По задаче президента Садыра Нурболжоевича 9 месяцев назад мы начали подготовку к пересадке костного мозга. Вы знаете, что пересадка костного мозга делается онкологическим заболеванием детей и взрослых. В настоящее время мы находимся в онкоцентре, детском онкоцентре Инсомита, который подготовлены 3 больных. За этот период нами проведена подготовительные работы, закуплены оборудование. Для пересадки костного мозга требуется оборудование. И для пересадки костного мозга тоже требуется отдельный операционный, отдельный забор костного мозга. Все они подготовлены. И сегодня мы начнем пересадки костного мозга 3 детям, которые долгое время страдают онкологическими заболеваниями. Это процесс длительный, это не такой, как пересадка, допустим, почки или печени. То есть надо для начала положить пациента, определить его количество стволовых клеток. Если их недостаточно, простимулировать, потом сделать сбор стволовых клеток. Потом идет некоторое время на восстановление пациента, потом пациенту дается химиотерапия в высоких дозах, из-за чего полностью его собственный костный мозг погибает. А потом на 7-е сутки проводится пересадка уже заготовленных заранее стволовых клеток. И дальше уже процесс приживления. Да? То есть 7-14 дней мы наблюдаем, как будут пересаживаться эти клетки, чтобы потом восстановиться. Вот наш план действий сейчас. Одномоментно нами же ведется работа по организации аллогенной трансплантации костного мозга. И она требует более тщательного внимания, поэтому мы сейчас затеяли ремонт на 1-м этаже, где будет полностью организовано отделение со всеми необходимыми требованиями. То есть для аллогенной пересадки костного мозга обязательно нужен ламинарный поток воздуха, то есть это когда на потолке имеется вентиляционная система, которая весь воздух фильтрует, и создается специальное повышенное давление, чтобы, например, даже когда открывается дверь, воздух не заходит извне, а наоборот выталкивается изнутри. Таким образом достигается наиболее высокая стерильность помещения. Это необходимо при аллогенных трансплантациях костного мозга. Пересадку костного мозга от донора тоже обещают запустить в ближайшее время. Минздрав уверены, что внедрение передовых технологий существенно повысит шансы на выздоровление и улучшит качество жизни онкопациентов.